Я Настя Ильчебаева, и чаще всего вы могли меня видеть в выпусках новостей. За годы работы я повидала многое. А сейчас решила сменить бешеный ритм города на размеренность сельской жизни. Для чего? Причин сейчас достаточно. Свое хозяйство и натуральные продукты. Сколько кулинарных шедевров можно из них приготовить. Да и цены на квартиры нынче выше горы Еремель. А домик в деревне выглядит вполне себе привлекательно. Но главное не деньги, а душа села. И вот ее-то я и хочу понять. Детства в деревне у меня не было, так что буду наверстывать. Тем более, говорят, жизнь там стала современной. Люди развиваются, творят и меняют мир вокруг себя. Говорят, хватает и городских, сменивших привычную жизнь и переехавших в село. Вот и я сменю мегаполис на мегасело. Вы спросите меня, Настя, где ты нашла этих брутальных мужчин? А я скажу, на селе. Нынче здесь можно отыскать и не такое. Земля, на которой мы сейчас находимся, славится не только своим байкерским сообществом, но и предпринимателями. Поверьте, концентрация их здесь огромна. Это проект «Мегасело», и мы в Стерлибашевском районе. С этими брутальными мужчинами мы еще встретимся, а пока познакомимся с не менее удивительным героем – Вадим Кинзябузов. Молодой, но уже с огромным опытом, руководитель фермерского хозяйства. Продолжает дело отца и иногда даже шокирует его своими методами. Выращивает яровую и озимую пшеницу, лен, подсолнечник, рапс. Знакомьтесь, Ксан, сотрудник фермерского хозяйства Вадима Кинзябузова. Вот и наступили времена, когда роботы трудятся на человека, по крайней мере в селе. Помните летающие машины из фантастических фильмов? Агродрон из этой оперы заменяет тракториста и механический опрыскиватель. Зарплату такой сотрудник не просит, но вот чтобы заиметь его, нужно выложить приличную сумму. Вадим с него глаз не сводит, вполне возможно, именно из-за цены. Сейчас это 5 миллионов рублей, но покупался агродрон в свое время куда дешевле. Вадим, что это за птица высокого полета у вас? Это агродрон Ксак P100. На высокостебельных культурах он себя очень хорошо показывает, так как загоняет капли именно в стеблистой. То есть его задачи какие? Сейчас он опрыскивает против вредителей. Сейчас нам главное поймать вредителя там, где он сидит. Допустим, если он даже будет сидеть под листом внизу, мы его поймаем благодаря тому, что мы загоняем капли внутрь стеблистоя. То есть обычно опрыскиватель так не может создать? Не может. Он просто сверху? Да, он сверху попадает. Потому что капля падает горизонтально. Из-за того, что капля падает горизонтально, он не проходит в стеблистой. Выглядит очень футуристично. На самом деле такое нетронутое поле, такая природа, и как чуждый элемент совершенно это громадина. Вы посмотрите, это как фильм будущего. Да, это наше будущее. А местные, слушайте, не пугаются его, не боятся? Первое время местные боялись, звонили в полицию, у нас что-то тут какой-то неопознанный летающий объект. За НЛО приняли? Да. То есть, потом уже, когда это афишироваться начало, люди уже поняли и перестали это делать. Про Вадима мне уже успели рассказать местные, что это фермер с особым подходом. Это можно заметить даже по полям, которые на первый взгляд как будто и не обработаны, но все дело в так называемой нулевой технологии. Если мы сейчас посмотрим сюда, видим солому.
самая основная задача – это сохранение влаги. Сохранение влаги путем того, что мы не поднимаем температуру, это раз. Капля воды, которая падает с неба, попала на солому и затекла почву. Мы работаем в унисон с природой, скажем так. В двух словах это так. Обработка – это очень пагубно влияет для почвы. А почему тогда все не идут за этой технологией? Эта технология требует хороших знаний в агрохимии, вообще в целом биологии растений. Большинство проблем хозяйств – это то, что они не хотят учиться. И большинство проблем агрономов, они не хотят учиться новому. А мы молодые, мы хотим что-то новое, изучать новое, учиться, расти. Ребята молодые быстро уровень улавливают. Да Вадим и сам был на месте многих своих сотрудников. Внутрянку знает от и до. Это сейчас он преуспевающий фермер нового поколения. А когда-то был 13-летним мальчишкой, пришедшим работать в колхоз. И свой бизнес строит по совершенно другим принципам. Вадим, насколько я знаю, ваш папа тоже фермер. И если так вот разделить, можно сказать, что ваш отец – это фермер старой школы, а вы новой школы. И есть ли вот столкновение между ними? Вот сколько лет? 13 лет я работаю. Буквально 13 лет столкновений. На сегодняшний день мне отец удивляется на то, что технологии какие развились. Сейчас все можно оцифровать и все посмотреть в онлайне. Даже, допустим, я сейчас могу посмотреть, где мои трактора работают, просто с телефона. С телефона? Да, с телефона можно все посмотреть. Сейчас вот заходим в приложение. Угу. Вот видим, кто где находится, на каком тракторе, какой тракторист сидит. Ничего себе, тут даже скорость показывает, сколько времени он получается. Скорость, да? сколько времени работал, данные по двигателю, топливо, остаток. Тут солярку не сольешь в таких условиях уже. Нет. Солярку не сольешь, не простоишь лишнее время. До чего техника дошла, да, как говорится. А тут, получается, можно даже расположение посмотреть. Да, вот расположение поля, вот в соседнем поле мы здесь находимся. Доедем? Да. А еще и сплошная экономия. Раз обработав участок, техника автоматически, если вдруг опрыскиватель залезет на эту землю, отключает подачу, бережет копеечку Вадиму. Добрый день. Здрасте. Сейчас мы видим здесь навигационный комплекс. Тут как космический корабль. Да, и второй монитор – это управление опрыскивателя. После того, как он все операции сделал, сейчас начнет работать. И после того, как объедет поле, ставит в автоматический режим, у нас навигатор сам начинает управлять трактором. А от человека-то что зависит здесь? Ну, человек должен в целом состоянии общей картины смотреть. Надо. Слушайте, удивительно, все компьютер решает. Больше решает оператор, но компьютер помогает. Не то, что раньше. Тут кондиционер, угольные фильтра. Любим наших операторов, делаем все для них, чтобы им было комфортно работать. Как дома. Да, работает в носках. Все, не особо, начинаем работать. Спасибо большое. Удачи. Это немного не то, что привыкли мы представлять, слушая о фермерах, полях и сельском хозяйстве. Но именно так сегодня многие и стараются работать. Технологии, о которых в городе даже не слышали. Вот так село опережает мегаполис. И казалось, удивить меня Вадим еще больше уже не сможет. Это мой кабинет. Ого, ну вот этого я точно не ожидала здесь увидеть. Очень уютно, мне кажется, шикарно просто. Не у каждого городского бизнесмена есть такой, мне кажется, офис. Сейчас я покажу вам наглядно, не то чтобы я с телефона видел все. Я здесь тоже работаю, наблюдаю за всеми тракторами, Все где они разложено работают. по полочкам. Да. Также, ну вот, сами сядьте, посмотрите. Так, и что здесь можно так вот, сидя в офисе, посмотреть, сделать? Мы видим поля, видим, где техника находится. Также, да. Все наши владения мы видим. Да, мы все наши владения видим. В принципе, Вадим, вы можете сегодня отдохнуть. Я примерно поняла. Все хорошо. Справлюсь, да, спасибо. Спасибо большое. Спасибо, Вадим, спасибо. Всего доброго. Всего Хорошо. доброго. Приходите завтра. Все. Все. Да, я вам говорю, распродаем все подчистую. Да, сейчас самые выгодные цены, я вам отвечаю. Трактор тоже, да. Руководить тоже нужно учиться. Это Вадим в какой-то момент понял. На одних знаниях агрономии далеко не уедешь. Всегда есть куда расти. Нету предела совершенства. Самообразование очень дешевое на сегодняшний день. Вот книги, в интернете можно, что хотите, доучиться до конца. Я смотрю, все произведения у вас с пометками, то есть вы так вдумчиво подходите к чтению. Да, интересные моменты отмечаем, то есть все на практике. Ну давайте 3 вещи назовем в управлении, что самое главное. Вот. Планирование,
делегирование, контроль. Но контроль не деспотичный. Нет, конечно. Уже в этапе планирования мы должны загрузить персонал таким образом, чтобы им время хватало и для работы, и для сна, и для семьи. Буквально за день можно купить трактор. В лизинг оформляешься, покупаешь трактор. А человека не так. Человеком надо работать. Это именно философский подход. То есть самый главный ресурс, Это люди. и вы вкладываетесь в это. Только так. Вадим, а чем вы вдохновляетесь? Земляками у нас очень предприимчивые люди. Живут, возьмем даже вот наших соседей ближайших. Кто у нас находится в соседней деревне Ибраево, маслобойщики, Сабирзянов Ильнур, Шейхулу Венер. Очень трудолюбивые, уже более 15 лет занимаются своим ремеслом. Вы все вместе такое сообщество, да? Да, мы очень дружные. Ну, хотелось бы с ними познакомиться. Жили-были в Стерлибашевском районе два не брата, но почти. Как подсолнух ясным днем расцвело их общее дело. Трудились днем и ночью на родной земле, чудесным образом превращая черные семена в жидкое золото. Но в какой-то момент разошлись пути друзей. Один пошел налево, другой направо. И это ни разу не сказка. Это история Венера Шайхулова и Ильнура Сабирзянова. Владельцы когда-то одной маслобойки на двоих решили, что в стенах одного производства становится тесно. И разделились. Вторую маслобойку Ильнур открыл через забор от товарища. А сейчас вы кто друг другу? Конкуренты? Мы же слишком маленькие, чтобы быть конкурентами. И друзья, и конкуренты. В бизнесе могут быть друзья? Ну, друзья, это понятие широкие. У каждого свое мнение, все равно. Поначалу я тоже так думал, поначалу трудно будет нам так работать. Главное, чтобы взаимопонимание было, конечно. Провокационно задаете вопросы, поэтому мы уже про это уже давно забыли. А у кого масло вкуснее, у Ильнура или у вас? У всех вкуснее. Вот когда вот такой же вопрос мне покупатель задает, я говорю, вот, масло это не мед. Главное, чтобы качество было. Вот. Масло у всех одинаковое. Главное, чтобы сырье, подсолнечник хороший был. Для этого мы вот стараемся не гоняться за большими деньгами, просто держать качество, работать на удовольствие. Деловые пути маслобойщиков хоть и разошлись, но жизненный по-прежнему один. Они также дружат с семьями и даже отпуск проводят вместе. В чем секрет? Говорят, что люди здесь также чисты душой, словно вода в местных родниках. Здесь все стараются быть при деле. Кто-то открывает швейный цех, в который, кстати, рвутся работать и пенсионеры. Не хотят сидеть дома. А вот так сейчас выглядят современные мельницы, которые производят муку. Ветряные из дерева давно остались в прошлом, но в Стерлибашево есть и они. Теперь, правда, только как декоративный элемент. Есть и целые клубничные плантации. СТБ «Клубника» – местный бренд и семейное дело семьи Мухтаровых. Работают здесь все, от мала до велика. Где клубничка, Тимур? Так, как срывать правильно, с корешком? Да, все, кугает с корешком. Вот так вот, правильно? Да. Спасибо. Главный эксперт в этой семье одобрил мою работу. Малыш Тимур стал подарком судьбы, о котором семья Мухтаровых уже и не мечтала. После рождения старшей дочки родить больше не получалось. А мечта о детях была. Так в семье появились, как говорит Уралия, 3 ребенка, рожденных сердцем. Родные сестрички, которых супруги взяли из детского дома. И чудом стало рождение вскоре еще одной дочки и сына. Тогда и задумались о создании еще одного детища. Уралия, а как-то изменилась ваша жизнь с приходом клубничного бизнеса в вашу семью? Конечно, изменилось. Теперь у нас муж, папа наш дома. Раньше он работал по вахтам. 1 месяц там, 1 месяц тут. Только привыкал дома уже уезжать. И дети не видели его. То есть такое тяжело для семьи испытание все равно. Конечно, 6 детей. И на кружки надо водить. Далеко ездить надо на машине, а дети маленькие. И вы все одна все это время? До этого была одна, а теперь мы вместе. Счастливы? Конечно. А отец видит, как растут дети, развивается их общее семейное дело, из маленького домашнего хозяйства превращаясь в плантацию. В следующем году требуется вновь увеличить площадь. У нас спрос большой. В прошлом году у нас даже не хватило клубники. Люди обижались уже, звонили уже, мы уже, говорит, заранее на следующий год очередь взять.
Я и детям говорю, вот чем мы занимаемся, это все для нас, для хорошего, прекрасного будущего. А вот и мои старые друзья. Байкерское сообщество Стерлибашевского района. Брутальные, опасные бородачи. Подумаете вы. Ну нет, милые, добрые, вполне воспитанные парни, которые решили воплотить свою мечту и найти единомышленников, коих здесь оказалось немало. Сергей, Дамир, меня на самом деле очень удивило, что в Стерлибашевском районе есть такое большое байкерское сообщество. С чего вообще все началось? На сельской местности мы всегда росли на мотоциклах, ездили на мотоциклах с детства, то есть отцы, вот у нас в семье, например, никогда не было автомобиля у меня у родителей, мы ездили на мотоцикле, отсюда и любовь такая. Район небольшой, появляется кто-то, допустим, сразу все видят, мотоцикл появился, начали общаться, потихонечку круг увеличилась. А на селе есть чем заняться, вообще там досуг как-то организовать, хобби? Сейчас нет с этим проблем? Есть замечательный оздоровительный комплекс спортивный, где тренажерный зал, бассейн, то есть люди, которые хотят чем-то заняться в свободное время, не посидев в телефоне, скажем так, они найдут чем заняться. И никогда у вас не возникало желания уехать отсюда? Поменять село там на город, например? Я как бы сам уезжал какой-то период на север, попробовал пожить года 2. Ну, как бы делать нечего. Тут природа все равно свои, коллектив, друзья, все вот это, не знаю. А вас что держит, Сергей? Почему вот не хочется уезжать? Ну, я переехал в Стерлибашево, вообще я родился в деревне. Ага. Ну, а почему нет? Мне здесь нравится. Все-таки классные люди здесь живут, и я бы даже сказала, мега крутые, потому и дела у них идут в гору. И во время общения с ними у меня нет-нет, да и проскакивала мысль, а может быть бросить все и начать свое дело, ведь иногда на первых порах достаточно лишь вдохновляющего примера, а здесь такого море. О, моя первая петелька! В Стерлибашевском районе мы нашли не только удивительных людей, но и удивительные места. Это Свято-Никольский женский монастырь. Очень красивый и необычный для России. Второго подобного в республике вы вряд ли найдете. И восстанавливается, и возрождается это место благодаря людям, преданным вере и делу. Николо-Бондаревский храм еще издалека приковывает к себе внимание, а подойдя поближе, удивляешься еще больше. Как здесь, в глубине республики, могло появиться здание, не похожее на остальные православные церкви? В архитектуре так и проглядывают яркие черты католических храмов. Матушка, необычно в Стерлибашевском районе встретить вот такой неописуемой красоты храм, такой необычной стилистики. А вы можете рассказать, как он здесь появился, вообще какова его история? Храм строил помещик Бондаревский. Он поляк. А архитектор храма был немец. Я думаю, а немцы католики. Вот, наверное, вот этот дух, вот он и сохранит, был как-то такой симбиоз православной архитектуры, как говорится, и католической. То, что он сделал. Я по специальности архитектор, это первое, что, и у меня уже опыт восстановления, реставрации храмов. Вокруг храма были рвы. Здесь практически пришлось начинать с изменения ландшафта. Переставлять горы с места на место, буквально, без преувеличения, и менять русло рек. Только на это у матушки Евтропии ушли годы. Второго подобного храма в республике не найти, да и во всей стране. Разве что в Петербурге стоит похожий. В северной столице в архиве как раз и были найдены документы и чертежи здания, к которым не раз уже обращались. Реставрация еще идет, но храм уже притягивает к себе верующих. Это икона святителя Николая. Это главная икона нашего храма. Мы с этой иконой ездили по Башкирии. Это с крестным ходом, люди поклонялись. Было, в общем, много чудес от этой иконы. Вы говорите, сколько чудес происходит? Угу. Что вы подразумеваете? Люди приезжали, бездетных было сколько. Приезжала женщина с 2 дочерьми, обе замужем, детей нет, никак не могут зачать детей.
Я говорю, ну, святитель Николай, помолитесь. И через год, чуть больше, чем через год, приезжает эта мама, вот, и рассказывает, это и с дочками. Одна уже родила, а вторая должна вот-вот родить. Вот и все. Это как пример. Раньше Васильевка была многолюдной деревней. Сейчас же в округе не осталось жилых домов. Матушка хочет вдохнуть жизнь в эти удивительные красоты места, создав женский монастырь. А рады будут любому гостю, вне зависимости от веры. К некоторым традициям в Стерлибашевском районе хотелось прикоснуться в прямом и переносном смысле. Шаль – то, чем гордятся местные. Здесь есть даже свой клуб вязальщиц при Доме культуры. Если у меня и есть шанс научиться вязать, то только такие профессионалы, а многие более чем с полувековым опытом, смогут мне в этом помочь. Опустим десятки неудачных попыток. У меня палец теперь. Вводим спицы вот на правой руке, которая спицы. Вот. Обратно. Вот. Выходим. И это снимаете. И это снимаем. Все, четвертая петля. Моя первая петелька. Спасибо. Спасибо. Кто-нибудь будет носить эту шаль и даже не догадываться, сколько трудов стоило мне создать одну из этих маленьких петелек. В их умелых руках дело, конечно, спорится куда быстрее. Неудивительно, ведь это, можно сказать, у местных женщин в крови, мастерство которое передается от матери к дочери на протяжении многих веков. Лилия, а в чем уникальность стерлибашевской шали? Каждый узор у нас уникальный. Художники рисуют, что у них на душе, на бумагах, а мы свои узоры рисуем в своих шалях. Угу, даже так? То есть во время работы вы придумываете? Да, вот то есть так, не да. заранее там, а как? Нет, не заранее. Лично я не заранее. Тончайшая работа, и каждая шаль – это тепло рук, которые на протяжении долгих часов старались, чтобы этот платок горячо обнял чьи-то плечи. Еще один плюс стерлибашевской шали: за окном плюс 35, а мне нисколько не жарко. Нет, по крайней мере, режиссер в этом уверена. Мне не жарко. Хотите покататься на лыжах? А если летом? Пожалуйста. А как насчет зумбы? Думали, на селе о таком и не слышали? Не тут-то было. Местные спортсменки зажигают только так. Тренировки на свежем и, главное, чистом воздухе. Особое удовольствие. А вот как отдыхает Вадим с друзьями? Тут он обещал удивить. Мы сейчас находимся на тренировке по каракоплану. Вот. Это наше место отдыха. Тут взрослые, все в основном фермера, наши коллеги, друзья. Вместе здесь собираемся, отдыхаем, наслаждаемся борьбой. Именно каракопланом. Слово для меня пока загадочное. Здесь своя тусовка местных предпринимателей, да и просто любителей спорта. Тренируются и взрослые, и дети. Ян, ну если честно, я первый раз слово «каракоплан» услышала вот от Вадима буквально недавно. Что это за вид единоборства? На самом деле каракоплан – это самое, что ни на есть, древнее боевое искусство. Оно стояло на вооружении у всех тюрков, в частности башкир. В каракоплан вообще входит множество разделов. Верховая езда, стрельба из лука, рукопашный бой. Рукопашный бой делится на две части. Полный контакт и схватка, то есть борьба каракоплан. В борьбе каракоплан очень интересные правила. Здесь могут проявить себя представители всех единоборств. То есть и дзюдоисты, и самбисты, они все могут себя проявить. Подрастающим спортсменам есть на кого равняться. Тренировки проходят с восходящей звездой боев по смешанным единоборствам. Шамиль Емилов в этом году подписал контракт с крупной российской промоутерской компанией и в первом же бою одержал победу над противником из Бразилии. Шамиль, не было никогда желания уехать отсюда? Нет, не было. Здесь на родине хорошо, и силы побольше
появляется, мотивирует меня. Родная земля дает силы. Односельчане поддерживают, поздравляют после победы. Хочется стараться еще. Хочется стараться больше идти вперед. Вадим, а что вам дает религия? Религия – это как дорожная карта для меня. Она показывает, в каком пути, куда мы идем, к чему мы стремимся. То есть... Ну, у вас такое братское сообщество мусульман, да? Да, у нас братское сообщество мусульман-фермеров, спортсменов. То есть я считаю, это такое общество правильным. Оно поддерживает друг друга, когда нужно, когда мы чуть-чуть не туда идем, подсказывает, подправляет. То есть я считаю, что любое общество должно быть таким, правильным. У нас проект называется «Мегасело». И вот вы считаете, сейчас село может быть с такой приставкой «мега»? Я вам показал, что мы делаем, где развиваемся духовно, где развиваемся физически. У нас на это сегодня абсолютно есть все возможности. То, что я считаю, что село на сегодняшний день мегасело. Здорово, но на самом деле вы меня убедили, вы были очень убедительны, Вадим. Настя, разумеется, мы вас пустыми руками не отпустим. У нас наш район богат предпринимателями. И, разумеется, и гостинцев будет много. Вот вам клубника. Ого, ну тут, конечно, мне придется проверить свою выдержку. Я сейчас не знаю, как это доедет до Уфы. Вот вам масло, наше золото. Ого. Вот вам мука. Ох, Вадим, спасибо большое за такие подарки. И спасибо, главное, за то, что показали мне такой замечательный Стерлибашевский район с той стороны, с точки зрения, которую вы видите его вы. Это очень замечательно. Спасибо. Надеюсь, мы с вами еще увидимся. Ну вот такое оно, мега-село с мега-Кустанасом. Мы все привыкли, что все самое современное, крутое и навороченное – это в городе. И как классно, что есть люди, которые меняют эти стереотипы. И в Вадиме еще чувствуется такая молодая, горячая уверенность в том, что то, что он делает, это правильно. И традиции, конечно, хорошо, но иногда нужно пойти новым, еще никем не хоженым путем, чтобы твоя история и твое прошлое не исчезли, открыть им дверь в будущее. А сейчас мы отправимся к известному шеф-повару Айдару Хананову. Приготовим изысканные блюда из фермерских продуктов. А сейчас у нас в эфире будет немножко клубнички, но это не то, о чем вы подумали. Это дары Стерлибашевского района. Айдар, что будем готовить из этого? Приготовим легкий салат. И для яркости вкуса мы подчеркнем их такими продуктами, как жареные орехи, кунжут, эстрагон, мята. И сделаем ганаш из белого шоколада, который все это у нас соединит и поженит. Такой необычный, конечно, состав ингредиентов. Я даже не представляю, что из этого получится. Начнем с приготовления ганаша. Для этого в водяной бане нужно растопить белый шоколад. Для текстуры добавляем немножечко сливочного масла и жирных сливок. Хорошенько размешать до однородной массы и убрать в холодильник на 20-30 минут. Пока ганаш застывает, обжариваем кунжут до золотистого цвета в сухой и разогретой сковороде. Сразу же измельчаем орехи. Их мы тоже обжариваем. Жареные орехи всегда вкуснее, чем сырые. И аромат, какой аромат. Далее измельчить в ступке печенье, вафли и орехи. Растопить новую порцию шоколада и намазать тонким слоем на пергамент. Сверху покрываем нашей посыпушкой, запанировать и в холодильник. Пока все это у нас приходит к нужной температуре, предлагаю начать нарезать клубнику. Клубнику пока лучше выложить в отдельную посуду. Добавляем мелко нарезанную мяту
И, внимание, бальзамический крем аккуратно перемешать. Ну что, приступаем к сборке. Наша клубничка отмариновалась. Выкладываем ее на одну тарелке. Наш ганаш готов. Так вот беру кнельку, кладу сюда. Далее эстрагон. На сам ганаш посыплю немножко жареный кунжут. Ну и тот самый наш чипсик из белого шоколада. Вот у вас получилось. Такой вот он получился, да. Мы его сейчас немножко так вот нарежем. Ну и самое время Попробовать? Потрясающе. Ягода дает такую кислинку, ну, свежесть и немножко нотку кислинки. Белый шоколад, и вот эта печенька, даже за счет того, что она просто хрустит, это даже от этого прекрасно становится. Слушайте, ну я думаю, что поварское дело это не просто ремесло, это в том числе и творчество. Вот я прямо сейчас на самом деле в этом убедилась. А вы, получается, творец. верно. И получается, что так. А знаете, почему продукты из деревни лучше в магазинах? Потому что выращены с душой, а душа любого народа – это его музыка.